Федеральный центр возобновляет практику субсидирования расходов регионов на поддержку социально ориентированных НКО. Об этом глава Коми Владимир Уйба рассказал в своем обращении к жителям республики. Полную версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня я хочу рассказать вам о поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих организаций республики. И сразу с хорошей новости. В этом году Федеральный центр возобновляет практику субсидирования расходов регионов на поддержку социально ориентированных НКО. Надо сказать, что такая поддержка не оказывалась с 2016 года именно Федеральным центром. И теперь полномочия по предоставлению субсидий регионам переданы Фонду президентских грантов. Я уже дал поручение Министерству экономического развития и промышленности Республики Коми до 15 февраля 2021 года подготовить и подать заявку, направив ее в адрес Фонда президентских грантов. Это позволит нам значительно увеличить общий объем средств, который в этом году будет на конкурсной основе направлен НКО. Хочу сказать, что такой вид поддержки очень востребован в нашей республике. В прошлом году в рамках конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества из республиканского бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Победители конкурса стали 62 социально ориентированные НКО. Размер грантов, полученных ими на реализацию проектов, составил от 95 тысяч рублей почти до 1 миллиона рублей, 997 тысяч рублей. Конкурс стал в какой-то степени даже уникальным. Впервые была охвачена вся территория Республики Коми. Поступили заявки из 20 муниципалитетов и поступило больше в 2 раза, чем в 2019 году. 138 социально ориентированных НКО на общую сумму более 68 миллионов рублей. Выделенные средства направлены на благоустройство улиц и скверов, реализацию образовательных проектов, установку спортивных комплексов, а также на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, социальную защиту граждан, патриотическое воспитание молодежи. В качестве примера уже реализованных проектов хочу привести пример село Ношуль, это Прилузский район, где на средства гранта установлен арт-объект, это эмблема села, по следам истории села Ношуль. Данный объект отображает историческое наследие села и способствует формированию интереса к его истории у подрастающего поколения, а также является теперь и визитной карточкой села. В селе Йортом Ударского района отреставрирован возведенный в 1976 году мемориал памяти героев Великой Отечественной войны. Установлены мемориальные плиты с именами героев, уроженцев села, благоустроена территория возле памятника. В Сыктывкаре обновлена и пополнена новыми образцами экспозиция музейно-выставочного комплекса «Солдаты моей Родины». Хочу отметить, что в этом году прием документов на участие в конкурсе будет открыт во 2-м квартале, и сумма финансирования составит 25,5 миллионов рублей. Но с учетом открывшихся возможностей, о которых я сказал ранее, в рамках федеральной поддержки, мы сможем сделать, конечно же, намного больше. Уважаемые жители республики, это все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До следующей встречи.